Здравствуйте, с вами тележурналист Олег Желнин и телепрограмма «Точка взаимодействия». Мы продолжаем рассказ о сквере «Память поколений» Новгородовский погост столицы Якутии. Благодаря народному бюджету городского округа город Якутск и главе городского округа Евгению Николаевичу Григорьеву данный проект осуществляется. Данный сквер начал разрабатываться в 2018 году, но по различным причинам это все откладывалось. И буквально 2 года назад здесь была произведена государственная археологическая культурная экспертиза, которая подтвердила, что сквер должен быть здесь образован. И вот итог вот этого исследования. Поскольку мы обнаружили это погребение, мы увидели технологию захоронения, как это делалось, глубину большую. Мы теперь можем с уверенностью сказать, что те работы, которые предполагается производить на этом месте, установка монумента, они не повредят, не нарушат покой тех остальных погребенных, которые на этом кладбище похоронены. И в то же время мы можем сказать, что это захоронение конкретное, оно, по-видимому, достаточно позднее, хотя, как позднее, ему немногим меньше 100 лет, меньше. То есть, по идее, это оно, к сожалению, объектом археологии не является. Внутри находится гроб традиционной формы, как мы привыкли видеть, шестигранный. В гробу погребенный, покрытый саваном, как и положено по христианской традиции, которая сейчас является основной традицией погребения. При покойнике обнаружена маленькая, похоже, детская фарфоровая чашечка. К сожалению, определить ее возраст и место производства невозможно. Екатерина Алексеевна, вот сейчас второе произведено вскрытие, да? Что происходило? Тоже вскрыли погребение. Еще одно. Оказалось, обряд погребения точно такой же. Тоже сделана деревянная погребальная камера. Во второй могиле похоронена женщина. Она одета в клетчатое платье, в светлую кофту, и повязан у нее такой оранжевый цвета платочек. Может быть, это были ее любимые наряды, трудно сказать. Что интересно, отсутствует обувь. Остатки савана, они практически совсем истлели. То есть его было не видно. Крышку гроба, когда сняли доски, то савана там не было. Из инвентаря в погребении небольшая стеклянная баночка такой довольно красивой формы. Но все колец на руках у погребенной нет. Рассказали много о женщине, да, но есть же какие-то интересные артефакты, говорящие о временном захоронении. В данном случае мы все-таки довольно-таки условно, правда, но все же получили представление о возрасте этой могилы. Эта могила, по-видимому, старше, чем предыдущая, поскольку я уже говорила, что саван не сохранился. Да, это уже говорит о том, что оно пролежало дольше. И с другой стороны, на крышке гроба нарисован православный крест. Мы не сразу поняли, что нарисовано на крышке гроба, но оказывается нарисован православный крест, что, в общем-то, для советского времени было не характерно. Поэтому мы можем предположить, что этому погребению больше 100 лет, то есть оно сделано где-то на рубеже столетий, примерно в 1900 году, годом раньше, годом позже, 10 годами раньше, 10 годами позже. Но, по крайней мере, это второе погребение имеет возраст, который позволяет ему уже считаться объектом археологии. Мы для себя много нового узнали, чисто практически, и мы теперь можем этот опыт
распространить на другие объекты. Здесь вот для, скажем, благоустройства сквера мы можем сказать, что тот проект, благоустройство, который существует, он может безбоязненно осуществляться, поскольку он не повредит погребенным на этом кладбище. Вот. И в будущем вот этот опыт мы можем распространять на другие подобного рода объекты и давать вот тоже такие определенные рекомендации, как что действовать, на какую глубину можно осуществлять какие-то работы, а на какую нет. Здесь были проведены археологические раскопки, геофизические. Не зря наш округ называется Гагаринский, да, как Юрий Алексеевич первый раз полетел, соответственно, вокруг Земли сделал оборот, так, наверное, и Олег Женин первый раз сделал погост, который вот я в Якутске таких работ вообще не слышал никогда. Меня на самом деле удовлетворяет как главу округа, что здесь есть порядок, специальные люди. Специально обученные люди, со специальным образованием, они занимаются той работой, которую они могут сделать профессионально. Это люди со специальным образованием, это историки, то есть тут случайных людей нет. Та плита, которая лежала там, на этой плите. Да, здесь очень много строчек написано. Да, много слов. Изображения они видны достаточно хорошо. Тут в углах вот, ангелы у нас есть, вот они, ангелочки. Вот это у нас небеса, вот этот вот арочный такой орнамент. Вот эти надгробные плиты, они интересны тем, что они отражают синкретизм представлений вот в Якутии уже религиозных к концу 19 столетия, потому что здесь переписаны глубоко, перепутанные, перемешаны глубоко христианские символы, так и чисто якутские символы. Вот, в частности, вот эти небеса, например, как раз это очень характерный якутский орнамент. Вот небес здесь 3 на самом деле. Вот. А это в серединке, это как раз глубоко христианская якорь, который имеет как смысл крепости в вере, так и смысл последнего пристанища, ну и много чего на самом деле. На некоторых плитах даже встречается такой вариант, что креста нет, а есть якорь. То есть это настолько значимый символ для христианства, что он может вполне заменить собой крест. Вот эта вот репка на самом деле это тоже очень такой серьезный символ, это пламенеющее сердце. Ну, мастера были разные. Вот если посмотреть массу погребений, то можно, камней вот таких, то можно увидеть и действительно вот прям полноценное изображение пылающего сердца. Можно увидеть много таких, можно увидеть похожие на лопату. Ну, кто как умел, кто как смог, да, кто как смог, тот так и сделал. Здесь очень много, смотрю, все-таки вот надписей вот, буквально видимо, сколько? Очень... Ну, наверное, порядка 20 строчек. Видимо, очень подробный текст. Обычно надпись, вот содержание этой надписи, оно строится из нескольких частей. В первую очередь, это указание родовой принадлежности и сословной принадлежности погребенного. Это фамилия, отчество, дата рождения и дата смерти погребенного. Ну и, возможно, какая-то вот дополнительная информация. Вот когда стали поднимать эту надгробную плиту, мы увидели в торце вот такую вот грустную душевную надпись «Буду с тобой». На ваш взгляд, сколько лет? Ну, вот эта датировка, в общем-то, существования вообще таких надгробных памятников, она известна. То есть это где-то начиная с 30-х годов 19 века по 30-е годы 20 века. То есть они существовали приблизительно в течение столетия. Вот. И здесь очень плохо видно, но все-таки нам удалось прочитать. Эта плита была создана в 1850 году. 50 каком-то, то есть 1850 видно, а дальше вот идет трещина, уже последнюю цифру не видно. Здесь это кладбище, оно такое самостийное кладбище. Здесь никогда не было ни церкви, ни часовни, то есть никакой официальной фиксации этого кладбища не было. Вот на что, собственно, и даже вот архивные документы у нас нам сотрудники архива предоставили, что даже вот деятели церкви, они жалуются на вот такое явление, что безобразие какое, вот они, местные жители, они не везут
хоронить на церковное кладбище, а хоронят, как Бог на душу положит. Но на самом деле вот такое образование кладбища близко к поселению, да, то есть вот родственники тех, кто погребен здесь на этом кладбище, они живут вот в соседнем переулке до сих пор. Вот это имеет очень глубокие традиционные корни. И сейчас идет строительство сквера за счет народного бюджета городского округа город Якутск. Мы завезли немного и отсыпали весь сквер. Сейчас идет выравнивание грунта для положения постаментов под памятные плиты. О, все, стало. И в данный момент мы находимся в сквере «Память поколений», Новгородский погост, где мы сегодня работали с ребятами, раскладывали плиты, делали планировку, оказывали содействие памяти поколений, потому что мы все должны помнить, обязательно помнить о наших товарищах, о наших предках, о наших близких и никогда о них не забывать. Это же ведь память о наших предках. И это нужно возрождать, сохранять для будущих поколений. Очень-очень необходимо и очень нужно, чтобы дети знали, кто здесь, кто похоронен. И, как говорится, тот, кто знает историю, та религия будет жить вечно и долго. И самое главное – сохранить религию и передать ее новым поколениям. С вами был Олег Желнин и телепрограмма «Точка взаимодействия».